بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Сегодня с нами сура Аль-Фуркан. Сура Аль-Фуркан, в конце которой Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля описывает рабов милостивого. Так он их и назвал. 61 аят, 63 аят, точнее. Всевышний Аллах говорит: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. И рабы милостивого, они, когда ходят по земле, они ступают смиренно. И если с ними заговорят невежды, они отвечают добром. Вот эти аяты, далее у нас придут. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля перечисляет качества своих праведных рабов, своих любимых рабов. Рабы милостивого он их назвал. В первую очередь, Всевышний Аллах тем самым, говоря рабы милостивого, указывает на то, что все те качества, которыми обладают праведные верующие из благого нрава, из видов поклонения и добродетели, они получили это лишь по милости Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Это очень важно всегда помнить. И поэтому Аллах говорит: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ, рабы милостивого. То есть это те рабы, которые по милости Всевышнего Аллаха, Всемилостивого, получили вот эти благородные качества. В первую очередь веру, иман, благой нрав, и поклоняются Всевышнему Аллаху, потому что Аллах им это позволил, и Аллах их одарил этими благами. И, естественно, за это человек должен быть благодарен. Ведь если бы не Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, то никто бы не вступил на этот прямой путь. И мы бы не сидели сегодня, не слушали бы эти, да, не читали бы аяты Всевышнего Аллаха, и не выстаивали бы молитву, не проводили бы свой день в посте, если бы Всевышний Аллах не смилостивился над нами и не наставил нас на этот путь. За это мы всегда говорим «Альхамдулилля», восхваляем Всевышнего Аллаха и благодарим Его. Так вот же, рабы милостивого, Ибаду Рахман, обладают следующими качествами. Первое: «Ямшуна аля аль-арди хауна», они ступают по земле смиренно, то есть не горделиво, без высокомерия, без самодовольства и самообольщения. Они смиренно ходят по земле. И также под смиренностью подразумевается, они также не спешат куда-то, да, постоянно, скажем так. Как, например, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, даже повелел человеку, идущему на молитву, не бежать. Если ты уже услышишь, что камат, и что люди уже встают на молитву, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал идти к намазу спокойно. Не страшно, что ты опоздаешь на, может, даже на 1 ракат или на 2 раката. Он сказал: идите спокойно и успейте прочитать то, что вы успеете. А затем, если пропустил какую-то часть, ты перечитываешь. И в этом великая мудрость, потому что когда человек спешит, особенно на намаз, он прибежал, встал, запыхавшись, он еще долго будет вникать в намаз. У него мысли не будет о намазе. А когда он идет спокойно и смиренно, он уже по пути в мечеть, он уже готовится к намазу. И встав на намаз, его мысли будут сосредоточены.
Так верующие, значит, ходят по земле смиренно, без высокомерия, без горделивости. И мы именно на этом остановились на прошлом уроке о высокомерии, о том, что это страшный грех, страшный порок сердца, который не позволяет человеку совершать огромное количество благ. Да, вот здесь упомянем, как мы сказали в хадисе, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что не войдет в рай человек, в сердце которого есть хотя бы пылинка высокомерия. И ученые, объясняя этот хадис, сказали, почему же так? Дело в том, что высокомерный человек из-за своего этой высокомерия, он лишается огромного количества благих дел. Он не может получать знания, потому что он считает, что он знает лучше других. И тем самым лишается великого поклонения, получения знаний. Он не может дать милостыню, потому что считает, что он сам это заработал, он сам это заслужил, и пусть другие тоже сами заработают и заслужат это имущество. В его сердце высокомерие не позволяет ему выплатить милостыню, поделиться своим имуществом. Он не придет участвовать в общих, благих делах, потому что он считает это ниже своего достоинства. Он думает, пусть другие убираются, другие чистят, другие работают, а он выше всего этого. И таким образом, из-за высокомерия он лишается и этого. И поэтому ученые сказали, что смысл хадисов о том, что в сердце человека, если есть пылинка высокомерия, он не войдет в рай, потому что высокомерие не позволит ему совершать благие дела, которые приведут его в рай. В этом есть вся опасность этого греха, этого порока. И рабы милостивого, они очищаются от этого греха и ступают по земле смиренно. Ступать смиренно, стоит отметить, это не значит ходить, скажем так, выказывая слабость, вялость, медленно. Да, есть некоторые люди, которые ходишь на него, как будто он больной. Смотришь на него, как будто он больной. Идет медленно, не спеша, прихрамывая, скажем, да. И вот однажды такой интересный случай был с Умар ибн аль-Хаттабом. Он встретил такого юноша, да, молодой. И он вот так вот медленно, не спеша шел. И Умар у него спросил, ты что, болен? Он сказал, нет, о правитель правоверных. И тогда Умар отхлестал его палкой. И юноша сразу побыстрее начал ходить. То есть ступать смиренно не значит выказывать слабость и ходить медленно, да? Нет, смиренно значит без высокомерия, без горделивости. Далее, второе, значит, первое, ступать по земле смиренно. Второе качество, если с ними заговорят невежды, они говорят мир. Им калу саляма. Значит, говорят мир, то есть это не подразумевает слова «ассаляму алейкум». Да? Это означает, они отстраняются от этих невежд наилучшим образом, не вступая в конфликт, да, не вдаваясь в то же невежество, с которым к ним обратились. Они уступают этим людям, они уступают этим невеждам, потому что если сами втянутся в этот конфликт, они будут подобны им. Да, интересные случаи можно приводить. Иногда видишь во дворе, когда две машины, скажем так, с двух концов двора две машины едут, да, и упираются в друг друга, и никто друг другу не уступает. Во дворе, да, то есть дорога узкая, с одной стороны машина едет, с другой стороны машина едет, и все, они подъехали и друг другу не уступают. Да, и сравнений, конечно, много интересных, мы их не будем, да, сейчас говорить, но это невежество. Так вот же верующий человек, если он видит, что есть какой-то, да, человек невежда, он не обладает знанием, он, возможно, глуповат, этот человек, или еще что-то, верующий, он не входит с ним в конфликт, он, да, отстраняется от таких людей спокойно, да, без злобы. Таким образом, второе качество, когда с верующими людьми заговорит невежды, они отстраняются от них, не вступают с ними в перепалку, да, оставляют их и так далее. Третье качество. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. И те, которые проводят свои ночи в земных поклонах и выстаивая молитву ради своего Господа. Перед тем, как продолжить, да,
хотелось бы напомнить, как бы сказать, сделать примечание, что мы сейчас перечисляем качества айбадур рахман, рабов милостивого, над которыми смилостился Всевышний Аллах. Он сказал: айбадур рахман, и рабы милостивого — это те, которые, алладина, и начал перечислять. И вот когда же мы слушаем вот это слово алладина, которые, пусть каждый думает о себе, есть ли во мне это качество. Первое мы сказали, которые ходят по земле смиренно. Пусть каждый задумается, смиренен ли я, и как я реагирую на разного рода критику или замечания и так далее, не проявляю ли я высокомерие, не хожу ли я горделиво, да, считаю себя выше других. Второе, если со мной вступают в конфликт, в разговор какие-то невежды, как я себя веду? Оставляю ли я эти глупые ненужные разговоры и споры? Или же начинаю сам заводиться и вступать в этот спор. И затем сожалею о том, что я вообще ввязался в него. Третье, проводят свои ночи в молитвах, выстаивая и саждя, в земном поклоне. Альхамдулилля, месяц Рамадан, у нас намаз таравих, мы это делаем. Однако все остальное время, круглый год, читаем ли мы дополнительные молитвы по ночам? А ведь дополнительная молитва, ночной намаз, киям аль-лейль — это самый наилучший намаз после фарз намазов. У нас есть 5 фарз намазов, у них есть сунны у этих фарзов. И вот после этих намазов самый лучший намаз, нафиль, дополнительная молитва — это тахаджуд, ночной намаз. И вот верующие, над которыми смилостивится Всевышний Аллах, они выстаивают свои ночи в молитвах и проводят в сажда. Это третье качество. Четвертое качество: «Валладина якулун раббана сриф анна азаба джаханнам, инна азабаха кана гарама». Они говорят: «О наш Господь, отврати от нас наказание адское». Ведь воистину это наказание, оно вечное и неотступное. Вот это очень важное качество, дорогие братья. Подумаешь таки, да, человек же уже верующий, он уже праведный образ жизни ведет, почему ему бояться? Нет, как раз таки его праведность и приводит к тому, что он просит Всевышнего Аллаха защиты от этого адского огня и пламени. Потому что чем он больше получает знания, чем он больше выполняет повеление Всевышнего Аллаха, тем он сильнее пропитывается страхом перед Аллахом и его наказанием. И поэтому он постоянно просит у Аллаха, чтобы Аллах защитил его от этого вечного наказания в аду. И глуп тот человек, который спокоен и не переживает, и думает, что раз он сегодня на праведном пути совершает какие-то определенные благие деяния, что он обеспечил себе место в раю и защищен от адского пламени. Этот человек глуп, несомненно. Это указывает на слабость его веры и слабость его богобоязненности. Искренне праведный раб Всевышнего Аллаха, он всегда переживает и просит у Всевышнего Аллаха, чтобы он огородил его и защитил его от мук могилы, от мук адского пламени. И поэтому пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, нам также научил дуа, который мы просим, когда? Перед салямом. Аллахумма инни а'уду бика мин азаби аль-кабри ва мин азаби джаханнам. Мы просим: о Всевышний Аллах, защити нас от наказания в могиле и от наказания в аду. Ва мин фитнати аль-махья валь-мамат ва мин шарри фитнати аль-масих ад-даджаль. И от смуты жизни и смерти, и от смуты даджаля. Это дуа пусть каждый из вас выучит и будет читать перед салямом в намазе. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, нам это повелел. Значит, верующие, они боятся и переживают. И удивительная история Умара, радиллаху анху, как он ходил за сподвижником по имени Худейфа ибн аль-Яман, которому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, открыл имена лицемеров в Медине. Худейфа ибн аль-Яман, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, открыл ему имена лицемеров в Медине. И Умар, радиллаху анху, величайший сподвижник
второй праведный правитель, он ходил за Худейфой и спрашивал, нет ли меня в этом списке, нет ли меня в этом списке. А ведь Умар, он еще при жизни был обрадован раем. Это указывает на его богобоязненность и на его смиренность. Значит, четвертое, они переживают и всегда просят у Аллаха, чтобы Он защитил их от наказания в следующей жизни. Пятое качество. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. И те, которые, когда расходуют свое имущество, они не излишествуют и они не скупятся, но идут срединным путем. Когда расходуют имущество для благих целей, они не излишествуют и не скупятся. И в первую очередь здесь идет расходование на своих ближайших родственников, на семью, на детей. Ведь это самый лучший садак, как сказал об этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И когда расходует человек верующий, он не излишествует в вопросах риска, одежды, пропитания и так далее. И в то же время он не скуп, он дает, он распоряжается, он раздает своим домочадцам, своей семье определенное имущество для достаточного, для лучшего проживания. Значит, это у нас пятое качество. И шестое. وَالَّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. И те, которые не взывают с молитвами ни к кому помимо Всевышнего Аллаха, и не убивают души, которые сделал Аллах запретными, кроме как по праву. И тот же, кто это сделает, он получит болезненное наказание. Не обращаются с мольбой ни к кому помимо Всевышнего Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам сказал: «Ад-ду'ау хуа аль-ибада». Дуа, молитва – это и есть поклонение. И любое поклонение нельзя ни в коем случае посвящать кому-то, кроме Всевышнего Аллаха. И праведные рабы, они просят только у Аллаха, напрямую обращаются лишь к Нему, без каких-либо посредников, восхваляют Всевышнего Аллаха, приближаются к Нему посредством благих дел и затем просят то, к чему они стремятся. Дуа, и чем больше просит человек, это тем больше свидетельствует о его любви к Аллаху и его богобоязненности. А чем меньше человек просит, это качество дурное. И Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля повелел у него просить. И он любит, когда у него просят, однако если человек не просит, то Всевышний Аллах гневается на него. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, учил сподвижников просить все, вплоть до завязок своих сандалий. Если даже они порвутся, просите у Аллаха помощи в этом вопросе. Нету каких-то сложных вопросов для Аллаха. И нет для Него каких-то ничтожных, мелких, то есть неважных. Любым вопросом можно обращаться к Аллаху, и Он ответит тебе. «Вакали раббукум уд'уни астаджиб лякум». Я сказал, ваш Господь, просите у меня, и я отвечу вам, Он сказал. Так вот же, ибаду рахман, рабы милостивого Всевышнего Аллаха, они всегда просят, делают дуа, все свои нужды просят у Аллаха и лишь к Нему обращаются. И далее, через несколько аятов, у нас приводится седьмое качество. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. И те, которые не приводят лжесвидетельства, или также дается смысл, не присутствуют в греховных местах. Они не проводят свое время в греховных местах. Это тоже очень важно. Возможно, человек сам не совершает грех, но он идет в место,
да, в какое-то кафе, в какой-то, скажем так, на какую-то встречу, возможно, родственников, возможно, друзей и так далее. И он знает, что там будут дурные разговоры, ненужные слова, возможно, даже запретная пища, а то и запретные напитки, да, музыка и так далее. Он же верующий человек, искренне праведный, раб милостивого, он не пойдет в такие места. Он избегает таких мест, потому что он знает, это все непременно будет влиять на него. И оно может стать причиной отвращения его от истины и праведности. Это у нас 7 качество. И 8. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. И когда им напоминают аяты Всевышнего Аллаха, они не слепы к ним и не глухи. Когда им напоминают аяты, законы Всевышнего Аллаха, Его повеления, когда ему говорят: слушай, брат, это же в религии запрещено, это харам, или это нежелательно, или Всевышний Аллах повелел так делать, или пророк, саллиллаху алейхи вассалям, научил нас этому, так стремись же это делать, он не относится к этому как глухой или нем, или слепой. Он прислушивается и старается измениться, и старается совершать так, поступать так, как научил этому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и как приказал Всевышний Аллах. Вот эти 8 качеств упоминаются в суре Аль-Фуркан. Это с 63 по 73 аят. Да, дополнительно можете еще вернуться к этим аятам и прочитать, иншаллах, будет лишь на пользу. А еще лучше вообще выучить эти аяты и вот эти качества стараться в себе воспроизвести. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля